Лагай Ильиса. Колесо времени. Удышин амырмынды, маны Бурят ФМ радио шагныкшыт. Монодыр дасят маны холын эльжин, хальмы колоса ерыгын нырыты блогер, сыдгулшы, Ларин Аранович Илишкин студентны ередвейны, горовдася олзыжывейны бде, тегет ханулха ханнаве быдетны ордор хорулдны бде, юнд выходеры маны эльжимны Бурят хылы ему ваш элгодык, тегет быде ханны бде маныш радио шагнышытны, хальмы хылы суыр элгыхыжы. Тегет быде ордор хорулдыхы бде, тегет маны Вайбер, Телеграм сотанут орынго асудылы бышыкты, ины номерта нема, ихун зун хорин дурвун зун тавиндолу наегы тык нема. Зе быде ордор хорулдыш хилхымне, Ларин Аранович, сен бену. Сен бену, сен менде бенде монахсы. Я рада вас приветствовать, Ларин Аранович. Сегодня у нас Тункинский день, день хангодаров, близкого вам племени. И я хочу напомнить нашим слушателям о том, что мы во второй передаче завершили рассказ о монгольском периоде в истории айратов. Вы очень интересно рассказали нам о том, как 3 государственных образования айраты создали благодаря принятию буддизма. Мы узнали такую сенсационную для многих новость о том, что отец великого Цзанхавы был айратом. И сейчас мы переходим к миграциям айратов на Нижнюю Волгу и Северный Прикаспий. И вот именно тогда уже в России за айратами закрепилось название калмыки. Правильно я говорю? Давайте напомним нашим слушателям. Да. Айраты, часть айратов, в основном это Туругуды и часть друидов, племена наши, стали перекочевывать в сторону, на северо-запад, в сторону России, где-то в конце XVI века. И уже тогда от тюркоязычных авторов на Руси они были известны именно как калмыки, хотя сами айраты даже, наверное, и не знали, что их так называют. И в 1601 году уже был указ царя Бориса Годунова тарскому воеводе с приказом вести разведку среди калмыков. То есть московские власти настраивались на то, что, видимо, в будущем предстоит очень плотное общение с айратами. И уже предугадывали эту ситуацию. Ну, давайте вот сразу на берегу определимся о том, что не все айраты ушли в Россию, да, часть все-таки ушла на Кукунур, там осталось, до сих пор там живут айраты, да, часть в Монголии осталась. Часть хашутов, племя хашут оказалось в Тибете в результате исторических событий, когда вторглись в Тибет и помогли Далламе. Сейчас хашуты живут в центральных районах Китая, вот ближе к Тибету, в предгорьях Тибета. Это место исторически называется Кёкнур, да, Кукунур. Это провинции Гансю, еще какие-то там, не помню уже. Ну, в Синьцзяне живут потомки племени алетов, друидов, и перекочевавшие позже с Волги часть тургудов. А на Волге живут тургуды, друиды, хашуты немножко, и вот часть алетов, зюнгары, мы их называем там. А вот зюнгары. Те, кто в Республике Монголия остались, сейчас живут? В Калмыкии. В Калмыкии. То сейчас... То есть миграция началась именно по племенному признаку. Повторюсь, вчера говорил, что советская историография считает, что переселению калмыков, части айратов, на Волгу было обусловлено междоусобицами внутри айратских племен. Царские историки периода царизма считают по-другому. Они считают, что вообще это был целенаправленный план айратов по расширению своей территории. И вот тургуды и часть друидов начали перекочевку вот где-то в начале 17 века в сторону, в конце 16-го, начале 17 веков.
И в 1603 году, ну, я так понимаю, что они шли двумя путями. Основной путь лежал вот ближе к сибирским лесам, так скажем. Но часть шла по югу. Почему? Потому что в 1603-1604 годах айраты разорили Хивинское ханство и отчасти Бухарское ханство тоже. То есть на юге тоже какие-то силы айратов были. А в 1606 году, летом, по-моему, в июне, было первое столкновение уже айратов с русскими. То есть айраты разорили Тарский округ. Это город Тара, сейчас ныне это Тарский район, вот, Омской области, где-то на северо-востоке Омской области, по-моему, находится. То есть влияние айратов на тот момент было обширным. И я так понимаю, что вот именно нападение на Тарский округ айратов имело перед собой целью заставить русское правительство идти на переговоры с айратами, потому что айраты ставили реальную цель вхождения в пределы досягаемости, так скажем, российских земель, чего, наверное, опасались русские власти. Тем не менее, вот айраты таким образом решили сподвинуть их на переговоры. Это вот мое мнение такое. Почему я так говорю? Потому что уже после разорения Тарского округа, уже осенью этого же года Тарский воевода принял делегацию айратов в Таре. А в 1607 году уже был подписан первый договор между айратами и русскими в Таре. И уже начались переговоры о подданстве айратов. То есть айраты хотели во что бы то ни стало продвинуться в пределы России. Вот вчера я говорил, там, что нужен был очень сильный рынок, оседлый большой. Давайте напомним слушателям, Тара — это уже Западная Сибирь, правильно? Да, вот это Тара, вот это Омская область ныне современная. Ну вот в какой-то степени можно сказать, что часть айратов вернулись на историческую прародину, получается, вот восьмеречье, да, земли по Иртышу, там же получается Обь. Нет, это немножко западнее. Там, нет, это как бы наоборот, уже двигались на запад. То есть северо-запад, запад. И я еще раз говорю, что это нападение на Тарский округ, наверное, было самым удобное место для нападения. И оно ставило перед собой целью не завоевание и разграбление, допустим, а вот именно сподвинуть русское правительство на переговоры. И оно пошло на переговоры. И уже стали говорить о том, чтобы принять калмыков в русское подданство. То есть это вообще, как я бы назвал, наверное, шантажом там даже каким-то. Вот смотрите, получается, в Западной Сибири жили сибирские татары. Вот были ли столкновения с сибирскими татарами? Или айраты были настолько сильны, что... И они не представляли вообще какую-либо угрозу айратам. Айраты ставили свои более масштабные цели. Допустим, при Галдан-Башукту уже Красноярск осаждали. Да. Смотрите, в прошлой нашей передаче мы говорили о сложных, неизбежно сложных взаимоотношениях калмыков и казахов, да? А вот во второй половине, получается, XVI века калмыкам пришлось столкнуться на Нижней Волге с Ногайской Ордой. Вот какие были отношения у калмыков с ногайцами? Будем последовательны. Значит, айраты, калмыки, вот, которые позже назывались калмыками, продвигались в сторону Волги не один десяток лет. То есть даже в 1624-25 году уже опять же атаковали, вплоть до Мангышлака доходили даже. Туркменистан. Позже, где-то в 1630-х годов достигли Волги. И первым делом осадили Самару. Брать не хотели, просто хотели показать свою силу. Затем спустились вниз по Волге и, вопреки протестам царя Алексея Михайловича, отца Петра I, переправились на правый берег
и подчинили народы там, в то время населявшие эти территории, в том числе вот и Ногайскую Орду. И это была вассальная зависимость тех народов айратам пришедшим. Но поначалу они выступали как даже в роли союзников в борьбе, там, допустим, с Кавказом, с Кабардой. Это Кабарда была в силе на Кавказе. Но даже в то время даже были столкновения с русскими. В 1633 году на речке, где-то недалеко от Астрахани, айраты разгромили отряд астраханских стрельцов. Потом еще позже были столкновения. Даже в 1643-44, не помню уже, осаждали Яицкий городок. То есть на крепость на берегу реки Урал современный. То есть калмыки тогда считали себя независимым субъектом. Абсолютно. И все данные шерти, то есть договоры вот эти о подданстве русском, да, они имели юридическую силу, но в реале они большой роли не играли, по большому счету. То есть почему считается вхождение калмыков в 1609 год в состав России? В августе этого года царь издал указ, в котором грамоту, в которую точно определялись условия подданства калмыков. Вот поэтому это считается. Но на самом деле, в принципе, калмыки вряд ли тогда особо эти данные свое слово сдерживали, потому что, я еще раз говорю, интересы айратов распространялись далеко, дальше того, что было записано в этих шерстях. И вот Хоурлюк, который привел калмыков на Волгу, он погиб как раз при завоевании Кабарды в возрасте, по-моему, 92 года. Это был айратский хан? Айратский, да, предводитель. И в этот момент тогда калмыки попали в засаду в горах. И после с огромными потерями. И считается, многими авторами считается, что именно вот нагайцы и предали тогда, в тот момент. Почему? Потому что историки русские сходятся во мнении, потому что после этого не случайно калмыки совершили 2 карательных похода против нагайцев, где уничтожили всю элиту нагайскую. Давайте поясним читателям, кто такие нагайцы. Действительно ли это потомки монгольского хана Нагая? Нагайцы, они тюркоязычный народ, мусульмане, близкие очень к казахам. Сейчас часть нагайцев входит в состав казахов, часть живут отдельно вот, на территории Дагестана, Ставропольского края, Краснодарского края и Астраханской области. И это осколки, конечно, Золотой Орды. Это осколки Золотой Орды, но даже вот у нас в Калмыкии сохранились эти тюркские названия, там, допустим, Яшкуль или прочие такие вот. Но они не ощущали себя родственными айратам? Я думаю, что нет. Вот этот, знаете, когда кто-то приходит, даже пусть и родственник, и занимает твои земли и говорит, ты будешь моим подданным, это никому не понравится. Но таков мир. Кто на тот момент сильнее, тот на данный момент сильнее, тот и правит. Поэтому говорю о том, что родственники не родственники. Тут, если айраты друг друга убивали, да, на протяжении веков, между собой, все говорить уже о других народах. Тогда, достаточно такой вопрос, конечно, мы не историки. Почему айраты не остались в Западной Сибири, где уже были там укрепленные города, хороший рынок сбыта? Наверное, потому что там не было таких кочевий. Все-таки народ, который живет благодаря скотоводству, должен иметь большие пастбища. И эти пастбища дало междуречие между
Волгой и Уралом нынешним, Яик тогда назывался, и на правом берегу Волги. Обширные степи. Никем практически не заселенные. Академик Лепехин тогда еще писал, что калмыки занимают пустые степи, никакому обитанию не угодные. В них мы имеем, кроме других служб, прекрасных защитников наших русских рубежей, южных рубежей, и от них мы получаем наиболее лучший, убойный и наиболее лучший скот. Смотрите, я тоже, когда читала вот об истории миграции калмыков, нашла такой интересный факт, что в 1591 году сибирский хан Кучум, известный, да, нам по битве с Ермаком, в документах пишется, которые писали русские воеводы, что хан Кучум сибирский убежал на калмыцкий рубеж, на вершины рек Ишима, похитил у калмыков коней многое число, и калмыки же погнали его. Вот тоже интересно, калмыки тоже не в тот момент айраты не считали его родственным народом, да, вот сибирского хана Кучума. Нет, конечно. Это тоже осколок Золотой Орды. Нет, конечно. Абсолютно. В то время айраты никого не считали ни родственниками, ни братьями, ни сестрами. Как и все народы, айраты преследовали свои интересы. Угу. Естественно, что никто не давался подробности, он там чингизит, он там осколок Золотой Орды или еще кто-то. Да? Вот есть свои интересы, их надо сделать. Ради выживаемости народа необходимо сделать то-то, то-то, то-то. А те же нагайцы, жившие, или те же сибирские татары, ну, наверное, это те, кто возможные противники айратов, на них так и смотрели. Угу. Если не подчиняешься, значит, ты противник. Угу. Ну вот смотрите, 1-3-17 века большие группы калмыков вышли на берега Волги, да, окончательно вынудили нагайцев уйти на ее западный берег и дальше там на Терек, Кубани и так далее. Вот в исторических этих источниках написано, что часть нагаев была покорена и присоединена к калмыкам. Вот скажите, нагайцы есть в составе калмыцкого народа сейчас? Какой-то часть, род, племя? Есть такой род Хавчит. Это Кипчак, значит. Угу. То есть древний. Вот, это еще идет от Кипчаков, то есть с 13-14 веков. Угу. А естественно, что антропологически даже видно, что среди калмыков, среди некоторых групп есть вот смесь с нагайцами, потому что рядом жили. Ну, это нельзя никак было пройти мимо. Ведь в то время и общались, и женились, и прочее. Если попадали... Как такового уже национализма тогда не было. Если какой-то народ попадал в зависимость, допустим, могли жениться и выдавать замуж за их там, богатых людей, или наоборот, брать жены из богатых нагайских семей. Это обычный процесс того времени. Поэтому даже антропологически, еще раз повторюсь, среди калмыков есть такие смахивающие на нагайцев и прочее. Ну, давайте жителям Бурятии поясним, нагайцы больше похожи на казахов или на кавказские народы? Нет, они на казахов больше похожи. Это азиаты. Угу. То есть монголоидные расы, да? Да. Угу. Понятно. Я еще раз хочу повторить телефон, по которому вы можете задать вопросы нашему гостю Ларе Нарановичу Илишкину. Повторю на русском языке: 8-924 457 8908. Это в Вайбере и в Телеграме, по этому номеру вы можете задать свои вопросы. Ларин Наранович, давайте обозначим, какие границы были, вот максимальная территория кочевий калмыцких племен на Нижней Волге и Северном Прикаспии тогда. Вот на юге, например, от Терека и на севере до Самары, да? А вот это от вот запада... Ставропольское плато, это фактически от Кавказских гор и до Самары. С юга на север, и примерно от Дона почти до середины Казахстана современного. То есть где проходила граница между калмыцким ханством и Джунгари. Угу. Но где-то в картах указывается примерно где-то в районе, восточная граница проходила где-то в районе реки Урал. Яик.
который течет параллельно от Волги. А также указывается, что основная часть территории ханства находилась именно вот на левом берегу Волги. То есть это весь Северный Прикаспий. Это очень огромная территория, это большая даже по территория сегодняшним была. меркам. А сколько тогда было айратов вот в этом? По разным данным, 200 тысяч где-то, 250. Ну, как сейчас. Угу. Но они кочевали до Самары летом на север, когда тепло, а к зиме перекочевывали ближе к югу. Угу. А передвигались же, получается, не все 200 тысяч, а все-таки небольшими группами мигрировали. Ну, почему? Наверное, у них какая-то система была. Почему? Потому что, вот, допустим, когда начались стычки с крымскими татарами, которые имели огромное влияние вот в то время на территории вот современного Краснодарского края, Приазовья и Восточной Украины нынешней, калмыки имели преимущество не только за счет более современного вооружения, да, на тот момент это и специальные наконечники для стрел, все, которые решали серьезные задачи во время боя. Вооружение еще калмыков состояло в том, что калмыки вооружили пиками даже легкую кавалерию, хотя у всех только тяжелая кавалерия была вооружена пиками, и тем самым в бою с пиками имели большое преимущество. Даже после первого же боя с крымскими татарами крымский хан заказал на Кавказ, по-моему, адыгам, которые славились своим кузнечным искусством, 6 тысяч наконечников для стрел. Именно такие, которые были у калмыков. Угу. Есть... Вы упомянули наконечники уже второй раз. А в чем было их отличие? Ну, какое-то отличие было. Почему? Потому что у калмыков самые разные были наконечники там для поражения живой силы, для пробития доспехов, для убийства там коней, да, под всадниками. Там везде наконечники были разные. И луки у калмыков были разные. Для ближнего боя, для дальнего боя, допустим. Но это у всех монгольских народов, по-моему. Да, ну у тех-то не было. Ага, то есть... Поэтому они проигрывали. И вот в чем я к чему подвожу, у калмыков хорошо работала разведка. Вот эти сейчас казачьи разъезды, которые позже пошли, это казаки донские переняли именно у калмыков. Разъезды — это что такое? Вот, тоже калмыки на 40-60 километров вперед высылали разведки и знали, где находится противник. Поэтому вот это и успех, особенно в первое время прихода на Волгу, именно вот в том, что калмыки принесли новое, неизвестное доселе в тех краях военное искусство, военную тактику. Поэтому калмыки имели успех и имели очень серьезные результаты военных действий. Хотя, казалось бы, уж крымские татары-то они же постоянно воевали, но оказались... Да, ну, слабее. один раз они сильно, конечно, однажды они большой урон калмыкам принесли. Тем не менее, в общем, конечно, калмыки оказались искуснее в этом плане. И даже при Мазан-Баторе, это примерно вторая половина, середина 17 века, Мазан-Батор дошел до Бахчисарая, даже до столицы. Это он был князь или богатырь? Да. Судя по имени. О нем мало что известно, просто в народе это историческая личность, но о нем мало что известно. Естественно, он был из аристократических кровей. Он был популярен в народе тем, что при нем калмыки выиграли очень много сражений. Угу. Давайте сейчас мы сделаем небольшой перерыв на песню. Я хочу еще раз напомнить телефон, по которому вы можете задавать вопросы Ларе Нарановичу. 8 924 457 8908. Это в Вайбере, и в Телеграме вы можете задавать вопросы нашему гостю. А пока мы предлагаем вам послушать песню Дмитрия Шараева и Хичиевой
Это Эник Мини. Arvan tavana sarınyala Ağı bolce mandalına Enne sarine girini deni İnigeme sanıkna Enne sarine girini deni İnigeme sanıkna Сәхін інегімі күрәдер іч Сана хим бича зова хич Ғазырын холы бича долы Күлігімі тохиче Ғазырын холы бича долы Күлігімі тохиче İşken inigeme küredir iç Bille dulla tögiçe Çinni duna isa çini Çecemede gehe Çinni duna isa çini Çecemede gehe İnigeminle küredir iç İtkilden yügen gelice Kolla hazır erdüniye Türken inige düniye Kolla hazır erdüniye Türken inige düniye 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 Сағы Ильиса. Колесо времени. Продолжаем нашу передачу. Напоминаю, что у нас в гостях гость из Калмыкии, известный калмыцкий блогер и журналист Ларин Аранович Илишкин. И вам уже поступил вопрос на телеграм Бурят ФМ. Вопрос звучит так. Здравствуйте, Сенбана Ларин Аранович. В настоящее время существует много информации, искажающей историю монгольских народов. Подскажите, пожалуйста, литературу по монгольской, калмыцкой, ну и бурятской истории. Ну, давайте вы по калмыцкой ответите. Да, потому что я не знаю про бурятскую. Я очень уважаю три тома «Очерки истории Калмыцкой ССР». Это очень хорошее, несмотря на то, что это было в советское время, но там наиболее полно отражена вот эта история калмыков. Именно указаны причины, по которым создались вот эти айратские государства и прочее. И, кстати, там же указано, несмотря на то, что в советское время советская историография негативно относилась к религиям, тем не менее в очерках истории Калмыцкой ССР прямо указано, что айраты смогли объединиться в единое целое именно благодаря буддийскому духовенству. Также очень хорошая книга Эрнева «Калмыки». Я, кстати, за эту книгу, за то, что за ее пересказ от автора получил в университете 5, хотя он обещал меня выставить при всех выставить в витрине как лодыря и поставить мне 2. Но когда послушал, меня поставил 5. Поэтому я хорошо помню, уважаю. Но я думаю, не стоит сильно доверять Википедии. Да, это, конечно. Я могу от себя добавить, что
По бурятской истории, например, очень рекомендую книгу Окладникова, тоже советский историк известный. У него есть история западных бурят-монголов. В том числе, я думаю, там и о хангодарах очень много интересного вы можете узнать. Напоминаю, телефон 8 924 457 8908. В Вайбер и в Телеграм вы можете задать вопросы Ларе Нарановичу Илишкину, калмыцкому блогеру. Итак, продолжая наш разговор, вы говорите о том, что первым, кто привел на берега Волги князем калмыков, был Хо-Урлюк, который как бы погиб в Кабарде, да, в бою, при этом, что он был в почтенном возрасте, 90 лет. Вот у многих такой стереотип существует, что вот раз он привел туда калмыков, вот они стали жить на берегах Волги и совершенно оторвались от монгольского мира. А ведь на самом деле Хо-Урлюк ездил в Джунгарию на съезд князей. Да нет, не совсем оторвались. Почему? Потому что, вот, опять же, возвращаясь к теории заговора, да, айратского, естественно, что общались еще как плотно общались. Допустим, в 1640 году на всеобщий съезд Хо-Урлюк ездил, а всего через 4 года он уже на Кавказе погиб. То есть в 1644 году. То есть это говорит о том, что общались, и общались очень плотно до правления Аюки хана. Где-то Аюка хан в какой-то мере немножко, как бы сейчас выразиться, закрыл границу, наверное, с Джунгарией, опасаясь джунгар. Но, тем не менее, даже после него, и при нем, и после него многие знатные калмыки отправляли своих детей учиться в Джунгарию. Почему? Потому что в Джунгарии были наиболее сильные ламы, в основном хашуты, которые преподавали разные науки. Вы, наверное, удивитесь, узнав, что у айратов, после того, как айраты приняли буддизм, было обязательное образование для мальчиков. Обязательное, вне зависимости от происхождения. Будь ты простой пастух, воин, будь ты наён, все должны были учиться грамоте. Вот это было и преимущество айратов. Это с приходом буддизма. И вот такие сильные ламы, которые преподавали астрологию, математику и прочее, они были в Джунгарии, поэтому туда вот и отправляли учиться своих детей. Поэтому процесс обмена происходил очень серьезный между калмыцким ханством и Джунгарией. А вот эта дорога, она как проходила? То есть я могу понять, когда они шли через Западную Сибирь, но вот когда они уже поселились на берегах Волги, калмыки, как вот они... Через казахские степи, что ли, получается, прямая дорога Нет, была? Почему? Ведь калмыки кочевали, вот сейчас, где, посмотрите по карте, где современная Башкирия и прочее. Это прям граничили с башкирами, даже пытались их завоевать при Аюке, хотя башкиры уже были в русском подданстве, и по жалобе башкир русское правительство однозначно высказалось по этому поводу, что башкиры в нашем подданстве, поэтому не стоит их там напрягать. То есть калмыки кочевали на огромной территории, поэтому многие думают так, вот сейчас в районе Астрахани, с Астрахани куда-то там. Нет. Большие силы калмыков были сейчас вот в районе Оренбург, Самара, ближе там вот, где башкиры, Татарстан, да. Вот оттуда примерно и кочевали, там через безводные степи трудно было пройти. В основном ходили вот по тем местам. Далее по истории, после смерти вот Хо-Урлюка, который погиб в Кабарде, его сын Шукурдайчин, он отправился в Тибет, чтобы получить от Далай-ламы утверждение в своем звании. Это вот все калмыцкие князья получали от Далай-ламы? Все калмыцкие ханы после принятия буддизма, все ханы волжских айратов, калмыков получали свою легитимность только после того, как Далай-лама жаловал им свою печать, грамоту. И эта традиция, кстати, сохраняется и до сих пор. То есть руководитель Калмыкии, который не получил благословение Далай-ламы, в народе, ну, мягко говоря, не считается легитимным руководителем. С точки зрения закона российского, да. Но с точки зрения вот калмыков, не совсем.
Можно ли сказать, что вот после падения Джунгарского ханства была очередная волна вот переселения калмыков туда, на Волгу? Но их несколько волн было. В 1663 году большая группа хашутов переселилась на Волгу во главе с Канделином. В том же году довольно внушительная группа дервюдов переселилась. Угу. То есть такие происходили. Но, Последняя конечно, волна. последняя волна, вот как раз вот после разгрома Джунгарии, многие туда побежали в сторону Волги. Мгм. Мгм. То еще до того был момент, когда при Аюке хашутский Аблай, хашутский, айратский, не казахский, проиграв битву, проиграв конкуренцию Джунгарии летом, пришел на Волгу и потребовал, чтобы жалование, которое русское правительство платило калмыкам, платили ему теперь. Ну, в результате кратковременной войны Аюка победил Аблая, и вот его улусы тоже перешли. Мгм. Это какое время? Это конец, вторая половина 17 века. Да, в 1672 году вступил в управление Аюка хан. Да. Вот, какой еще хан, какие еще из калмыцких ханов наиболее известны, оставили свой след в истории? Ну, серьезный след оставил Дондукомбо, но почему-то он не очень известен почему-то, да, хотя, как писали русские историки, имя Омбо, как и его деда Аюки, было страшным на Кавказе тоже. То есть это внук Аюки хана внук был. Аюки хана, который сначала он восстал против Московии, да, недовольный тем, что наместником ханства поставили царя Дундука, уже принявшего христианство, Найона. И Дондукомбо увел многих своих людей в сторону Кавказа. И там какое-то время находился. Ближе к Кабарде. Но пробежалась русско-турецкая война очередная, это 1635 годы. И русское правительство очень было заинтересовано в военной мощи калмыков, поэтому они сместили царя Дондука и признали правителем калмыцкого народа Дондукомбо. Дондукомбо освободил Кубань, взял турецкие крепости Темрюк, сейчас этот город есть там на Кубани, Копыль, который сейчас называется Славянск на Кубани, которые защищали турецкие сираскиры и янычары. И все гарнизоны были вырезаны, все турецкие войска были прижаты за Кубань. Значит, причем кубанские татары, турки, они поджигали степь в надежде, что Лишить пастбища. Да? что войска Дондукомбо не пройдут. Но ведь у калмыков были монгольские лошади. И вот эти 100 верст выжженной земли, они проходили. И появлялись очень неожиданно. И как писал Прозрителев еще в 1912 году в своей книге «Война прошлого наших калмык» про Дондукомбо, лучшей помощи в кровавом деле нельзя было ожидать. То есть фактически Дондукомбо освободил Кубань от турок и их вассалов. И потом, после ухода калмыков в 1671 году турки опять высадили 10-тысячный десант через 2 года в 1673 году, и потом России пришлось по новой воевать и отбивать эти земли. Но самым первым, конечно, Дондукомбо освободил. И что интересно, русские историки тогда писали в то время, в 1771 году, после ухода калмыков в Джунгарию, они писали, что Россия на какое-то время вынуждена была перейти к оборонительной войне на Кавказе. То есть вот значение калмыков на юге России, о чем говорю. Поэтому имя Дондукомбо, оно в основном связано с военными успехами калмыков.
но в то же время он был очень жесткий правитель. И он очень жестоко поступал с наемными зайсангами, которые не подчинялись. А когда русское правительство вмешалось и попросило хана, чтобы он слишком жестко не поступал с подданными, он стал отнимать просто улусы у этих наенов и отдавать наенов в Астрахань и говорить им, кормите их сами. Мгм. Скажите, вот вы сейчас упомянули, что у калмыков были монгольские лошади. Да, понятно. Ну, давайте расскажем читателям, чем отличается монгольская лошадь и почему ей не страшна выжженная степь. Ну, монгольская лошадь наиболее выносливая. Вы посмотрите скачки, просто по скачкам, много не надо говорить. Все лучшие скакуны скачут на ипподромах по 3 километра, да? А какие скачки устраивают Монголии? Да, по 30-50 километров. Да, ну об этом все можно больше не говорить ни о чем. Мгм. Мгм. А вот вы много рассказываете про Тандуканбо, а хан Аюка, например, чем был известен? При Аюке хане, естественно, это самый известный хан калмыцкий, при нем калмыцкое ханство достигло наивысшего рассвета, оно было де-факто независимым, абсолютно независимым. При Аюке русское правительство вообще не вмешивалось в внутреннее дела калмыцкого ханства. Мало того, Петр I отменил пошлины для калмыков при Аюке до 3000 рублей. Представляете, тогда корова стоила 6 рублей. Целые стада можно было беспошлино продавать калмыкам на территории российского государства. При Аюке между калмыцким ханством и русскими землями проходила по договору 10-верстная зона, где не имели права кочевать калмыки и селиться русские крестьяне. Если там поселялись крестьяне, то калмыки уничтожали эти поселения и жителей уводили в плен. И вот так вот эти взаимоотношения так и существовали вплоть до смерти Аюки. Хотя Аюка, конечно же, прислушивался, в том числе и к Петру, и, естественно, это не называется дипломатия. Тем не менее, ханство было самодостаточным. Первым делом при Аюке были негласные такие условия. Калмыки, завоевывая новые территории, должны были эти территории передавать под юрисдикцию России. Но население дань платило калмыкам. Вот такие негласные были договоренности. То есть при Аюке, конечно, это был наивысший рассвет. После него началось потихоньку уже потеря полномочий. Мгм. Действительно, даже в 1697 году, когда Петр Великий уезжал за границу, он отправил Аюке особое посольство с просьбой охранять русские границы, да? Ну, это как бы, Петр Великий был на то и великий, он очень великий дипломат был. Наверное, это любому правителю было бы лестно, да, что его просят защищать границы. Конечно, защищали. Почему? Потому что в ответ калмыки получали не только беспошлинную торговлю на территории России, но порох, пушки, необходимые калмыкам для ведения войн. Причем получали это как... Еще и жалования получали. Мгм. То есть фактически это, как бы сейчас сказали, швейцарские гвардейцы у Папы Римского. Да-да. Наемные. А вот пишут, что Аюка воевал и покорил мангышлакских туркменов. Вот вы говорили про Мангышлак, да? Что воевал с дагестанцами, кумыками, кабардинцами, кубанцами. Вот почему он с ними воевал? Калмыкам же горы не нужны были. Ну, всегда, чтобы твое ханство процветало, необходим доход. А доход могут приносить те территории, те народы, которые можно завоевать. Если есть сила, поэтому и пытались завоевать. Естественно, это обычный исторический процесс. Естественно, на тот момент калмыки были главной военной силой в том регионе, и никто не мог с ними сравниться.
часть кавказских народов жила, допустим, не в горах. То есть они жили на равнине? Ну, кое-кто там на равнине жил, допустим, с приходом калмыков они вынуждены были уйти в горы, допустим. На тот момент знаменитый аварский поход, да, юки, тогда против дагестанцев там. Ну, на тот момент калмыки обладали в том регионе лучшей военной силой, самой современной, самой передовой на тот момент. Ведь когда пришли из Джунгарии, ведь еще многие те поколения помнили серьезные сражения с более серьезными соперниками, регулярными армиями, такими как маньчжуры. Да. Поэтому для них уже не было соперников в этом регионе практически. И даже, вот забегая вперед скажу, даже вот Убыш-хан, он все-таки отомстил за Хаурлюка. Ведь, зная, что он уйдет, за 2 года до откочевки калмыков в Джунгарию в 1769 году Убыш-хан все сделал для того, чтобы выманить кабардинцев на равнину. То есть на тот момент никто не решался спускаться на равнину, но Убыш-хан, видимо, поставил задачу все-таки отомстить за смерть Хаурлюка в Кабардинских горах. И он это сделал, он пустил слух о том, что калмыки ушли с русской армией против турок куда-то в Молдавию. И в этот момент кабардинцы решили напасть на калмыцкие улусы. А в этот момент на реке Калаус, вот сейчас, где современный Пятигорск город, 25 тысяч калмыков уже ожидали. И в той битве на реке Калаус, по данным русских историков, погибло 6 тысяч кабардинцев и примерно 16 калмыков. Угу. Это было избиение. То есть, и через 2 года Хаурлюк двинулся уже из Джунгарии. Но у нас были еще периоды, когда на тот момент, еще раз повторюсь, Кабарда была самым мощной силой на Кавказе в тот момент. И при Хаурлюке, кстати, с кабардинцами у калмыков был хороший союз. При Дандукамбо. Потому что у Дандукамбо была жена кабардинская княжна Джан. Угу. И даже он на правах взятия вмешивался в внутренние дела кабардинцев, и даже он там предотвращал междоусобиц среди кабардинцев. И вот потомки Дандукамбо и княжны Джан основали в будущем знаменитый русский род Дандуковых-Корсаковых. Это они, да? Это они. Это когда после смерти Дандукамбо в Колымском ханстве пошла борьба за власть, и Джан хотела поставить ханом своего сына от Дандукамбо Рандула и проиграла в этом противостоянии. Русские власти забрали ее в Петербург вместе с детьми, дали особняк на Фонтанке, она приняла христианство, и впоследствии потомки вот этих его детей стали Дандуковыми Корсаковыми. Угу. Но это уже и на их гербе есть калмык с луком, со стрелами. Угу. Вот когда давайте вернемся, все-таки мы опять вперед все время забегаем, вернемся к самому известному Аюка Хане. Вы говорите знаменитый аварский поход. Почему он знаменитый? Чуть-чуть подробнее расскажите. Ну, среди калмыков знаменитый, да, в том плане, что на тот момент этим походом он показал тому региону, кто на данный момент здесь главный, вот так можно сказать. Почему аварский поход? Поход был против аварцев, да? Против аварцев, да. Против дагестанцев, да. Но там тоже были свои противоречия, у кавказцев между собой же тоже большие противоречия были, поэтому там очень сложный такой клубок политический. Сейчас об этом даже не готов говорить. Угу. Скажите, вот есть такая легенда или не легенда, есть такая версия, что клич «Ура» в России появился при Петре Первом, потому что он услышал, как с криком «Ура» калмыцкие полки... «Уралан, вперед!» Да, это по-бурятски «Уракша» бросаются в бой, да? Есть такое, потому что все-таки очень много
калмыки воевали именно при Петре Первом. Участвовали в боевых действиях. И в Азовском походе, и в Персидском походе участвовали. И в Северной войне участвовали многолетней на стороне российских войск. Допустим, в одном из, по-моему, вот год не помню, по-моему, 1716-17 годы, 22 сентября под Белином Королевский Остроградский полк, возглавляемый своим Карлом XII, попал в засаду калмыкам. И король шведский чудом не попал в плен калмыкам, а калмыки весь полк уничтожили. Мгм. То есть вот большую силу играли, поэтому это была очень мощная сила. Поэтому даже отправляясь в персидский поход, Петр I лично встречался с Аюкой и лично просил его дать воинов для этого похода. Поэтому вполне вероятно, что переняли. Именно в то время? Да, именно в то время. Аюки хана. Да, потому что очень успешные бои были калмыками. Почитайте много литературы, где пишется о том, что как калмыки воевали на стороне России именно в то время. Мгм. Мы все время говорим конница, да, луки, стрелы, а между тем это все-таки там 17 век и далее 18-й, да, начало, все-таки уже огнестрельное оружие было, и я вот помню даже в фильме «Кочевник», по-моему, казахском это отражено у айратского джунгарского хана Цыванрыптана, по-моему, Галдан-Царена были пушки, да, уже? Ну, вообще в Джунгарии первый кочевой народ, который построил завод по производству пушек на Балхаше, это были вот джунгары. Вот давайте об этом подробнее, а то создается впечатление, что воевали как в Средневековье, только луками и стрелами. Огнестрельное оружие, конечно, было, но дело в том, что огнестрельное оружие на тот момент, она же на сколько там шагов стреляла, это ближний бой фактически. Да? Ну, пушки там еще, может быть, на оружие. А ведь луки-то, дальнобойные вот луки, которые были у калмыков, они же били намного дальше, чем огнестрельное оружие. Поэтому, наверное, все-таки чередовали. А пушки были необходимы. Вот ведь по производству пушек завод был построен джунгарами, а не по производству ружей. Значит, пушки были эффективнее. Значит, пушки нужны были на тот момент. Построили его 2 шведа пленных. Они были захвачены, по одним данным, во время Северной войны. А как они к калмыкам попали, 2 пленных шведа? Во время Северной войны калмыки в составе русских войск воевали же. И увезли с собой 2 пленных шведов? Они увезли и продали их джунгарам. Своим айратам, и все, а это же нормальный бизнес был в то время. Их использовали, но до чего айраты все-таки были, говорят, восточная хитрость, ничего подобного. Айраты свое слово держали. Они сказали: постройте завод, мы вас на родину отпустим. И они отпустили их, этих пленных шведов. Мало того, когда эти шведы были задержаны в России, то целое посольство было от калмыков в Петербург, чтобы отпустили их дальше, этих шведов. То есть это о многом говорит. Угу. Про Аюку хана также еще интересно, что Петр I обещал ему без его согласия не крестить калмыков. Но при этом все равно крещенные калмыки появлялись. Вот какова там история? Русская православная церковь, Синод Русской православной церкви разработал целую программу по христианизации калмыцкого населения. Ведь все видели, что единство калмыков, их вот сплоченность именно держится именно на их религии, на буддизме. И нужно было во что бы то ни стало ослабить их, потому что сильное ханство — это тоже, когда Россия стала наращивать свою мощь, уже сильное калмыцкое ханство в Нуге было уже не нужно. Оно, наоборот, уже становилось, как мешалось. И была разработана программа по христианизации. Калмыки очень серьезно к этому относились, сопротивление очень было серьезное. Допустим, в астраханских архивах сохранились еще данные. Допустим, один пример такой приведу, он ясно скажет, как калмыки относились к христианизации. Значит,
хочешь уйти от своего района и стать свободным? Хорошо, прими православие, и тогда мы будем тебя защищать. Вот такое было условие. И в одном документе написано на одном из ериков, вот Волга, там Волга, ерик есть, плавали трупы 7 из 10 человек, в том числе и детей. То есть это те калмыки, которые втихаря хотели принять христианство и ехали куда-то там, плыли к православному батюшке, чтобы принять это все. И свои же калмыки их уничтожили. То есть вот каково... Многие сейчас не понимают, что калмыки такие прям буддисты сильные. Вот эти случаи Красночерева показывают отношение калмыков к буддизму. И потому что, забегая вперед, скажу, именно буддизм помог сохраниться нам в Сибири, когда вот во время депортации калмыки втихаря собирались и читали молитвы. Именно у калмыков такая традиция есть. Больше никого нету. Читать молитвы коллективно и без лам. Почему? Потому что, в Сибири откуда ламы были. И вот этим они сохраняли свой дух. И в то время, когда вот хотели у нас выбить нашу из-под ног нашу основу, в то время сопротивление было настолько серьезным, что даже уход Убышихана, он тоже в некоторой степени связан именно с попытками христианизации населения. Это одна из первых причин называется. Еще хотел бы сказать, что Аюка хан, один шотландский офицер, который был на службе у русского царя, он приехал в Калмыкию и ехал в свите, это его воспоминания, ехал в свите с Аюкой ханом, в ханской свите. И в этот момент женщина, калмычка беременная, шла. И Аюка хан остановил всю кавалькаду и дал пройти беременной калмычке. И шотландский офицер спросил, он в своих воспоминаниях так и пишет, я спросил у хана, как вы даете простолюдинке пройти мимо, вы же хан? И он ответил, а вдруг она под сердцем Будду носит? То есть вдруг родится высокодуховный святой какой-то у нее. Я не могу, вдруг она под сердцем Будду носит, а я не имею права Будде дорогу пересекать. Вот какая вера была. А вот Аюка хан, он умер собственной смертью или как? Да, он более 80 лет прожил и 64 года правил ханством. И поэтому при нем это ханство было, рассвет ханства был. Но еще есть отец Убышхана, Дондукдаши хан. Его тоже уважают за то, что он уже с другой стороны, он сделал так, что калмыки при нем 20 лет не воевали. Но это уже в будущем, да? Это уже в будущем. После Аюка хана, да? Да, это уже после Аюки хана, Дондукдаши, он сделал так, что 20 лет не воевали, и в этот момент народ вздохнул с облегчением. И развивался и прочее. Ну вот давайте мы как раз сделаем такую затравку, рекламу на будущее, да, подробнее мы расскажем об этом. Сегодня наше время подошло к концу, как раз мы остановились на современнике Петра I, великом калмыцком хане Аюка хане. Напоминаю, что следующая наша передача, она будет регулярной, выйдет уже не завтра, а выйдет в пятницу, 29 мая в 15:45. Напоминаю, телефон, по которому вы можете задавать вопросы в Viber и Telegram Бурят ФМ 8 924 457 8908. Ждем ваших вопросов. А запись этого прямого эфира вскоре будет доступна на YouTube-канале Бурят ФМ. Зе мане хундатейлшин Ларин Наранович, бите их гени хурганыбте, их гойор монодр хорот, хоню ему хорот, мане радио шарнышты, бите юнгуш хылхвеныбте, майын хори югында, горву душын тавыда, бите кархапте, дурвите эфирты, тегет хайшенкат хальмагот байгаве Елизавета Екатерина II, императрица Сагайвая хадыры,
юхытык вега пыша пятихорулды хыпте. Ларин Аранович. Баржук Чахнов, Санев. Бурят ФМ. Йыры сык нема.